И данный стандарт ставит во главу угла здоровье детей в первую очередь, не финансовые какие-то вопросы. Тем более, что у нас есть инициатива, вы знаете, что Казахстан — это одна из немногих стран, где государство обеспечивает питание детям бесплатное. Ни в одной стране практически, даже если это есть бесплатное питание, она обеспечивается донорами, вы знаете, да? Всемирная продовольственная программа, например, там еще ФАО и так далее. В нашей стране одной из немногих это такая инициатива государственная, конечно, всем, поэтому у всех есть такая, да, кто обеспокоен этим, чтобы эти деньги расходовались на самом деле на питание и здоровье. Поэтому основная задача этого стандарта — обеспечить здоровое питание, потому что питание влияет на физическую развитие, на рост и на умственные когнитивные способности. Если ребенок будет сидеть голодным, ничего в голову ему новые знания не войдут. Второй вопрос — это каждый ребенок имеет равный доступ, должен иметь. Он имеет право на получение здорового питания. Мы должны об этом в первую очередь помнить. Да? У нас устаревшие какие-то данные. До сих пор, например, добавляется в компот на 1 стакан 20 грамм сахара. Или в чай. Чай с молоком, с сахаром добавляется 20 грамм по технологическим картам Советского Союза. Представьте, что вы в свою чашку чая добавьте 4 ложки сахара. Конечно, это недопустимо. Поэтому нужны новые документы, более актуализированные, с учетом современных каких-то рекомендаций. Мы же не стоим на месте. Мы идем вперед, уже 21 век. Нужно это все актуализировать, осовременивать. Поэтому задача этого стандарта была не только внести новые рекомендации, а второе — это чтобы поставщикам было удобно работать. Это как руководство, да, взял и как бы для всех игроков этого процесса. Салат беріп отыр, тамақ котлет пен макарон беріп отыр, шай беріп отыр. Үлкен қасық қана беріп отыр. Кішкентай қасығы қайда? Вилкасы қайда? Шыны керек, тамақтану мәдениеті содан басталады ғой. Вилкамен салат жеу, мына үлкен қасықпен тамақ жеу, кіші қасықпен шайды араласып шай ішу. Міне көп жерде, мен ол кісімен келісемін, көп жерде сол. Үлкен қасық беріп қоямыз, болды. Если мы вводим меню, это меню должно быть единое для всех школ. Нельзя так, что в одной школе дают молоко сегодня, в одной школе йогурт, в третьей школе творожок, чтобы мы могли обеспечить эти поставки продуктов. Во-первых, это будет тяжело контролировать все школы, в какой школе сегодня что дают, раз. Во-вторых, это будет опять вызовет массу недовольства со стороны родителей. Они скажут, а почему в другой школе сегодня вот это дают, а нам молоко дают? Аз қамтылған отбасыға басқа менюмен тамақтандырамыз да. Шыны керек, ол баланы бөлу деп ойлаймын, мен өз ойымша. Одан кейін Алматы облысының мысалға ас мәзірін қарасаңыздар, мына жерде бізде алма мысалға жаңағы 250 грамм берілген. Бір жерде 150 грамм берген, бір жерде 100 грамм берген. Мені сол бойынша нақтылап жасау керек бұл меню. Не допускается повторное замораживание. Это правильно. Это совершенно верно. Почему вдруг у нас стало использоваться охлажденное мясо? Астана, возможно, обеспечит. У нас достаточно инфраструктура, да, у нас объем. Вопрос, Агадырь, Кандагач какой-нибудь, как вы туда доставить? А это, на минуточку, приказ министра здравоохранения за нарушение его административная ответственность по статье 425, части 1. Если в Кандагаче где-нибудь за 400 километров повар приготовит из замороженного мяса, это будет выявлено, то, минутку, я не договорила, то будет привлечен к ответственности минимум на 840 тысяч тенге. Вы представляете, как это важно? Почему мы с вами вышли на диалог? Почему нам нужно быть в диалоге? Потому что мы практики, то есть мы можем со своей практики рассказать, как это будет. Я как юрист и как экономист, у меня 2 высших образования. Я даю правовые последствия. То есть вы говорите очень правильные вещи, я вас полностью в этом поддерживаю. Безопасное, здоровое питание и так далее. У меня 3 детей, но как юрист я говорю, у нас будут проблемы. Нам нужно подточить некоторые нормы. И вот по охлажденному мясу это тоже большая проблема. Ну давайте мы будем утрировать. Просто зачем вы ее ввели норму? Вы ввели норму, понимаете, это серьезно. Коллеги, давайте сделаем так. Тем, что никого из вас не интересуют потребности растущего организма. Юридические последствия мы должны просчитывать. Юридически исполняемость, нормативный акт, законодательный акт должен иметь единообразное применение.